Милый друг, быть писателем – это не профессия, это болезнь. Писал в романе «Эвелина и ее друзья» Гайто Газданов. Писатель, который навсегда оставил след в российской литературе. Человек, чья судьба была похожа на американские горки. Познав истину и тайну множества профессий, все же шел к одной – писательству. И даже работая таксистом в Париже, будучи известным писателем, создавал роман «Ночные дороги». О жизни, судьбе и творчестве осетина по национальности писателя Гайто Газданова на вторничных беседах студентам инженерно-экономического факультета рассказала руководитель Русского центра фонда «Русский мир», доцент кафедры русского языка Юго-Остинского государственного университета Роза Остаева. Мероприятие прошло в Русском центре фонда «Русский мир» при ЮОГУ по приглашению его руководителя Розы Остаевой. Студентам было интересно погрузиться в мир литературного творчества Гайто в располагающем к такому общению помещении центра. Рождение Газданова несколько экзотическое, хотя они были жители и деревень. Отец Гайто Газданова каким-то образом уехал в Петербург и поступил в не менее знаменитый лесной институт. Лесной институт выпускал инженеров. Гайто Газданов родился не в Осетии, а родился в самом центре Петербурга, в доме Абациевых. К этому времени его мама Вера Николаевна проживала у своего двоюродного брата в Петербурге. У этого двоюродного брата был большой дом, и в котором могли спокойно уживаться две семьи. А многочисленное количество землячества собиралось по возможности в доме Абациевых, так что это был центр формирования петербургской осетиноязычной, осетино-культурной жизни. Потом они вынуждены были оттуда поехать, потому что по должности лесоустроители кочевали по всей России. Они были почти как военные. И поэтому Гайто Газданов с детства увидел и Сибирь, и Южные степи, и больше всего Украину. И жили они в Харькове. Иногда он навещал Кисловодск, где жил его дядя, один из Абациевых. Иногда он попадал в Осетию несколько раз. Наступило время революции 1917 года. Гайто Газданов совсем подросточек, ему 16 лет, 16-й год идет. Началась гражданская война. В это время он находился у дяди в Кисловодске и увидел, что Белая армия и Красная армия по переменным успехам воюют друг с другом. Почему-то ему понравилась Белая гвардия. Он был романтиком, слышал об этом и записался в армию Деникина, в Белую армию. Принял участие в гражданской войне, ушел с Врангелем на пароходах, которые через Черное море уплывали в Турцию, оттуда по всей Европе. О жизни и творчестве обладателя хрустальной речи великого Гайто писали многие. К примеру, доктор филологических наук Нугзар Цхавребов, американский славист, автор первой книги о Гайто Ласло Диенеш и другие. Их произведения наглядно представили студентам. Кто знает Гайто Газданова сейчас в современной Осетии хорошо? Я могу сказать, это наш любимый коллега Нугзар Цхавребов, который у нас работал. И первым в России написал книгу о Гайто Газданове, очень хорошую, его жизни и творчества. Нугзар Цхавребов замечательно образованный осетинский интеллигент, читал лекции, был профессором Тбилисского университета, уехал во Владикавказ, там он поработал в университете. Короткое время он был у нас здесь, в университете, мы его очень любили, я его знаю по Москве. Мы в одно время учились в аспирантуре, он немножко раньше закончил. Самая первая книга была написана венгром Ласло Диенешем, который защитил по нему первую докторскую диссертацию в Гарварде. Очень хорошо написанная, с огромным уважением и к его предкам, и к его работе, и к его популярности, и к тому, что его архив, к сожалению, находится сегодня в Гарварде, а не в Осетии. Диенеш и Цхавребов – это люди, которые написали хорошие книги о Гайто Газданове. Сегодня о Гайто Газданове пишется очень много. Журнал «Дарьян» периодически печатал вот несколько лет о нем статьи. И это говорит о том, что Гайто Газданов аккуратно, последовательно входит в осетинскую культуру. Это неотъемлемая часть нашего национального богатства. Женился он поздновато, но женился на очень симпатичной женщине Фаине Лабзаки.
русская фамилия по первому браку была. И они прожили очень дружно, она им очень помогала в движении сопротивления. Зара Владимировна Абаева мне рассказывала, она научный сотрудник института. Ее дядя попал в плен и бежал из плена и был в Париже. И каким-то образом он нашел Гайту Газданова. И даже переночевал у них одну ночь. Они, говорят, меня послали в Эркере дома. И он там переночевал. Естественно, он никому не очень рассказывал, но Заре Владимировне он передал. Есть у нее такое описание в одном романе природы, такого грандиозного природного явления. Я вспомнила, что такого подробного описания, такого типа я прочитала в «Даме с собачкой» у Чехова. Это было удивительно, там, может, словесного не будет, но ощущение этой вечности природы, неиссякаемой и в то же время мимолетной, нежной, хрупкой. Никогда я не видела такого описания, как у Гайты Газданова, не говоря о том, что были Тургенев и так далее, не будем их трогать. Они великие по своему месту в мировой литературе. Но у Гайты Газданова это было для меня откровение. Нежнейшее описание природы, вместе с тем умение показать ее грандиозность, это и достоинство его произведения. О чем бы он ни писал, всюду его жизнь, всюду его внутренняя жизнь, не внешняя. О внешней жизни он почти не рассказывает. Он рассказывает о внутренней жизни человека, о психологизме человека. Его традиционная культура, которая была осетинской, все-таки это осетинские семьи были Аббациевы, Газдановы, и они соблюдали очень традиционные осетинские праздники, осетинские обычаи, осетинское уважение к предкам, осетинскую доблесть, там военные Аббациевы, и что-то у него осколками осталось в памяти. Но вместе с тем он унаследовал от своих предков, как говорят исследователи, унаследовал достоинство, доблесть, уважение к самому себе, презрение к низменному, но нигде его не показывать. Когда он написал «Вечер у Клер», то этот роман сразу стал известен русскоязычному читателю, его прочитал Горький. Вы представляете, какая фигура Горького, это сейчас о нем мало говорят. Но в 20-30-е годы Горький был одной из самых ярких фигур мировой литературы. Он пожелал с ним познакомиться, и Горький ему написал письмо, очень теплое, очень хорошее. И Гайту Газданов почувствовал, что Горький к нему так относится, и у него всегда было желание вернуться на родину. Но он не знал, как это сделать, и кое-что было слышно. Тут наступали уже 30-е годы вот, репрессии и прочих вещей. И он попросил, может быть, ему помочь вернуться в Советский Союз, где осталась его мать. И мать его уже пожилая женщина, он хочет быть с матерью, у нас осталось двое. У него до этого была младшая сестра, она умерла еще в детстве. И они остались вдвоем. И Горький ему мог бы помочь, но было некоторое опасение, что его возвращение в Россию может кончиться очень трагично, как возвращение многих людей в Россию из эмиграции. Поэтому это приостановилось. И мать его, бедная, желая заполучить своего сына во Владикавказ, писала, что вот она осталась одна, и что ее сын знаком с Горьким, это была своего рода индульгенция на его возвращение. Но это возвращение не состоялось. Вот это была печальная черта в его биографии. В литературном наследии писателя 9 романов. Особое внимание на лекции было отведено одному из интересных и значимых в его творчестве произведений «Призраку Александра Вольфа», сюжетной линии и замыслу автора при его создании. Появится некоторая женщина, Елена Николаевна, парижская эмигрантка из благородных, которая является любовницей этого самого Александра Вольфа. И когда-то, может быть, когда-то возлюбленной этого автора, который рассказывает, появляется женщина. И создается треугольник. В конце концов,
Вот эти все годы, все эти десяток лет, наш рассказчик живет этой мыслью об этом убийстве, оно его ворошит, оно застилается дымкой времени. Все-таки убийство давно произошло, но оно его не отпускает, оно в нем держится. И убийство становится ключевым словом этого романа. Убийство и смерть. Это так называемые мировые проблемы жизни, они называются экзистенциальными. Студенты, которые приходят в наш университет, они действительно получали качественные знания, чтобы мы их обучали, чтобы мы их воспитали. Образование – это прежде всего обучение и воспитание. И вот эти внеаудиторные занятия, в которые в том числе и входят вот эти вторичные беседы, они направлены на то, чтобы в конечном итоге наши студенты были высокообразованными людьми, и которые будут строить, развивать нашу республику.